Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Пришли Салават с Юлей. Вот в этой комнате решили делать ремонт. Все разбираем. Юлечка, привет! Привет. Разбираем шкаф-купе. Зятёк, привет! Всем привет! Заняты мы. Я вам покоя не даю. Работу нахожу да нахожу. Вот мальчики хотят отдельно спать. Да и подписчики мне советуют, что детям пора уже по отдельности спать. Вот видите, я вас слушаю всегда. Вчера только сказала зятю, что надо ремонт делать в комнате. Они сегодня вдвоем с Юлечкой и приехали. Своим чемоданом. Здесь разбираем шкаф-купе. Поменяем пол. Надо менять обои. Окно здесь нормальное. Вот столько работы. Он еще сзади прикреплен. Вот такая работа предстоит впереди. Ломать не строить. Что ты делаешь, Салават? Ремонт затеял же, полы разбираем. На ночь глядя. На ночь глядя. Я сова. Ночью работаю. Ты тоже весь в меня ночью работаешь, да? Да, я тоже сова. Да, ты тоже сова. Молодец. Вот здесь надо будет ремонт. Все менять надо. Все менять надо тут. Поднимать под уровень все. Да. Потом красоту наведем. Завтра в магазин поедем. Что надо, купим, да? Люстру надо тоже купить. Может потом. Это потом, да. Полы. Первым делом полы. Шкаф разобрали. Вот так. Обои потом купим. Будет красота. Будет. Пока не красота. Пока лучше не смотреть. Ты что потеешь? Я же нисколько не потею. Я же работаю. А я смотрю, нисколько не потею, Салават. Да. Ты работаешь, потеешь. Я не работаю, не потею. Может, поменяемся? Нет уж, нет. Я уже старая. Ты потей. Значит, работа. Значит, живой. Живой. Раз человек потеет, значит живой. Вот так. Вот с Нового года мы затеяли ремонт. Значит, целый год будем ремонт делать, да? Да, точно. Нет. Мы все дела по дому сделаем, ремонт мы сделаем. Потом, Бог даст, будешь строить свой дом летом. Опять ремонт. Опять ремонт. Дом достроить. Столько дел. Очень много дел. Ничего, самое главное было бы здоровье и деньги побольше. Надо строить. Осенью землю спахали. Сажать надо будет там тоже. А воду в этом году хочешь там будет? Может, центральный будут делать. А, центральный, если будет хорошо. Газ уже там проводят, да. Газ провели. Ага. Тебе там только надо соединяться, да? Нет, еще там не соединили. Провели просто. Газ. А, еще никто не соединил, да? Нет, еще. А, значит, в этом году будут соединяться, да? Да, обещали в этом году. Хорошо. Может, вы пока достроите дом и воду проведут. Ну вот, видишь, что не случится, все к лучшему.
Вам, наверное, с утра неохота уезжать, да? Конечно. Там и садик рядом, и школа недалеко, парк рядом, рынок рядом, работа твоя рядом, все рядом, больница рядом, администрация тоже, все там рядом. А так хорошо было водить детей, да, в школу. Провожаешь и все. Пешком, да? Пешком быстренько. А вы там далеко живете. От вашего дома до стройки сколько километров, Салават? Так, 2,5, что ли, 3. 2,5 километра, да? Где-то так. Далеко. Что рядом, что далеко ездить. Тяжеловато будет, наверное, пока не привыкаете. Так. Вот как хорошо зять работает, я смотрю. Уважаемые подписчики, вы тоже так же делаете. Зять, я, Софья, пусть работают, а вы смотрите. Да, Салават? Именно. Именно. Самый лучший вариант. Да, самый лучший вариант. Вот так. Я специально затеяла ремонт, а то летом начнешь свой дом достраивать. Некогда будет тебя ловить-то. Теща хитрая, да? Вот такая она теща. Ладно, я вам тоже буду там помогать, что-то таскать, что-то делать, за детьми смотреть. Ты, наверное, летом отпуск возьмешь, да? Да, лучше. Ну ладно, Салават. Ты работай, я отдохну. Все, пока, не отвлекайте меня. Пока. Хорошо. Вот что наделал тут мой зять. Доски собрал в кучу. Завтра приедет утром. Поедем в магазин. Купим, что нам надо. Надо нам и обои, и люстру, и линолеум, и гвозди. Много всего. На завтра хочу готовиться. Поставила мясо варить. Нужен на завтра бульон. И хочу делать манты. Я буду делать другой формой. Сейчас я вам покажу. Вот такой формой я делаю сегодня манты. Цветочки. Как-то мне пишут, сколько лет мне было, когда я начала водить машину. Мне было 55 лет, когда я села за руль. 10 лет тому назад я сдавала на права, теорию я сдала, а вождению мне помогли. Когда я пошла учиться, как раз готовились на свадьбу Юльки и Салавата. Учиться я ходила, но вождению некогда было мне ходить. Пару раз ходила там, ни к чему толком не научилась. 5 лет я не ездила, никто меня не учил. Машину я купила новую, Калину с салона. Думала, машина маленькая, смогу я ездить сама. Но все равно муж меня не учил. Зачем тебе машину водить, когда я рядом с тобой? Но мне хотелось самой, зачем мне права, если я не смогу сама ездить. Один раз я села за руль, посадила рядом мужа. К этому времени я уже забыла, что к чему, и ждала подсказку, что он мне скажет. Он мне показал, все равно у меня не получалось. Он начал на меня кричать: машину испортишь. Но я пересела, обиделась. А потом где-то в мае месяце приехал брат Зяки, говорит: у тебя права есть, почему сама не ездишь на машине? Говорю: муж не хочет учить меня. Ну давай, говорит, поедем, я тебя научу. Ой, я говорю: нет, не буду. Не хочу, и желания нет теперь. Но ты же, говорит, училась, права у тебя есть. Я говорю: пусть лежат. Не буду, говорю я, учиться. Но он меня уговорил. Он мне показал, как выехать. Потихоньку все аккуратно научил. Я завела машину. Поехали мы по трассе. Там у нас километров 3-4 проедешь, и там есть лес, и там поляна. А внизу гора. Брат решил научить меня там. Я завожу, он мне:
Выключай, выключаю. Заводи, завожу. Ну, тронься. На первый, на второй. Переключай. Ну, вроде получается, и жду. Подсказку жду. Когда он мне что скажет. Где-то вот так сейчас. Не знаю, я его мучила, не знаю, он меня мучил. Все равно у меня не так получалось. Он мне говорит, давай останови машину, выключай, отдохнем немножко. Он слез с машины, и мне захотелось самой попробовать. Я говорю, нет, я попробую сама. Он говорит, ну ладно, попробуй сама. Я завела машину, тронулась и уехала. И как раз там дорога вниз, где гора. Я переключаю, прибавляю скорости. Он остался, что-то мне кричал, я его и не слышала. И я дальше спустилась, развернулась потихоньку, в гору поднялась, приехала. А вы знаете, как он испугался? Он подумал, что я сделала аварию, спустилась туда, гора крутая. Когда я к брату подъехала, слезла с машины, он меня обнял. Молодец, говорит сестренка. Немножко еще поездили и поехали домой. Где-то около 2 часов мы ездили вот так. Он меня учил. Когда мы обратно поехали, я за рулем, смотрю, большая машина едет. КамАЗ, по-моему. И мне стало очень страшно, как будто он, этот КамАЗ, как будто всю дорогу занял. Ой, говорю, я боюсь. Останавливаю, садись, говорю, ты. Нет, говорит, не бойся. У этой машины, говорит, своя дорога, у тебя своя. Брат уехал, все равно я боялась ездить на машине. И потом мужа дома не было. У мужа своя машина была. Он уехал в Астрахань, и мне надо детей возить. Я завела машину. Потихоньку я выехала, доехала до центра, там светофор, все равно я боялась. Ездила я медленно, с места я трогалась тоже медленно. Сзади и спереди повесила знак «Чайник», это значит восклицательный знак. Когда я трогалась, доехала до школы, 1 класс ходил у меня внук, старшенький, доехала, остановила машину, выключила, заново завела. Развернулась, поехала до садика. До садика доехала, выключила машину, включила машину потом, развернулась, поехала дальше. Тогда у меня Владик в садик ходил, я его водила. 1 садик, по этой улице как раз прямо едешь, там кладбище. Я доехала до кладбища, выключила машину, зашла к сыну, с кладбища вышла, поехала Турмаева, подружки Флорочки. К ней подъехала. Зашла к ней, она мне говорит, ты с кем приехала? Я говорю, одна. Не может быть. Я говорю, одна. Ой, врешь, говорит. Я говорю, нет. Она вышла, смотрит, в машине никого нет, или с Юлей, или с Салаватом. Я говорю, нет. Она чай поставила, чай попили. В это время у меня... Я забыла свой телефон в машине. У меня дома Милана была. Время прошло около 2 часов, а меня дома нет. Милана позвонила Юлечке, что Наляйка выехала на машине одна, что-то ее уже больше 2 часов дома нет. А Юлька мне звонит, я недоступна, я трубку не беру. Они испугались. Как раз меня Флорочка проводила до машины. Я телефон смотрю, а там много пропущенных. Я набрала Юлю, она плачет. Я говорю, что ты плачешь? Ты, говорит, зачем без предупреждения и одна выехала на машине? Мы все переживаем, не знаем, где тебя искать. Они хотели и в больницу позвонить, и полицию позвонить. Вот так я приехала. Они меня уже на горе встретили с Салаватом. Вот так я начала ездить сама. Да, тяжело было сначала ездить. Утром очень много машин. Все в садик, в школу едут, на работу едут. А на светофоре я быстро не смогла тронуться. Все мне пипикали. Но чайник же впереди. Как же не пипикать? Когда поездила я месяц, я уже стала лучше ездить, уже уверенно, без аварии. Сколько уже? Уже весной будет 6 лет, как я начала водить машину. Но в городе я все равно боюсь. Там очень много аварий. Если я боюсь, я уже в городе не сажусь. До города я сама доезжаю. Встречает меня брат всякий.
Я ставлю свою машину, закрою, сажусь на его машину, и он возит меня, куда мне надо. Или в больницу, или по магазинам. А если выходные, то меня или Салават повезет, или Юлечка повезет. А Юлька, она уже 10 лет ездит. Она как отучилась, так и села за руль. Постоянно меня возила, куда мне надо. Вот и ездит. Когда купили с салона машину, она села за руль, и мы приехали. Она тоже первый раз боялась в городе, потому что очень много машин, тяжело еще. А брат настаивал, чтобы она за руль села. Вот так мы и приехали. Вот так мы начали ездить. Брат, когда меня учил, он мне сказал, это так, как на велосипеде, ничего страшного. Я подумала, как это можно так, как на велосипеде? Ноги сами будут двигаться. Я удивлялась. А действительно так. Я даже сама не замечаю. Брат мне советует купить новую машину. Уже 25 января будет 10 лет, как я купила эту машину. Купи, говорит, себе автомат. Ой, говорю, в автомате я не могу ездить. Не получается. Да, у нас деревня. Пока у меня с машиной хорошо, пока не подводит, пока еще очень много дел. Где-то к осени посмотрю, купить мне машину новую или нет. Ну вот так и научилась я ездить. Каждый раз благодарю своего брата, что он меня научил, что я ездил, никого не прошу, и за комбикормом ездил, и за цыплятами ездил, и в лес ездил, детей в школу вожу, на кладбище ездил, подружки, к родственникам ездил. Везде я ездил и ездил. И на работу сама ездила, так было хорошо. Вот так. Ничего не бойтесь, у кого есть желание, садитесь за руль и езжайте. Бояться не надо. Если будете бояться, ничего у вас не получится. Было бы желание ездить. Вот так. Брат Зяки, он мне, и его жена, они, наверное, рождены для меня. Брат у меня такой человек, всегда помогает. Если времени не будет, находит, советует. Я всегда с ним советуюсь. И его жена Наиля Жени, это мы так называем на татарском языке, жену брата. Идеальная жена, хорошая мама. Она мне как подружка, как мама. Очень добрая, трудолюбивая. Такие редко бывают, наверное. Ну вот так. Я готовлюсь на завтра. Надо же зятя баловать. Да зять тоже у меня хороший. У меня и Андрей зять хороший. Я не могу сказать, что у меня зятья плохие. Андрей тоже добрый, хороший, отзывчивый. Пусть будут живы, здоровы все, счастья им всем. Пусть будет у них все хорошо. А родителям что надо? Лишь бы дети жили с своими мужьями, с кем поженились. И растили своих детей. Чтобы жили счастливо, успешно. Вот у меня какие манты. Мне захотелось сегодня лепить вот так. Это очень легко. На этом я свой маленький влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч. Спокойной вам ночи всем.